Ассаламу алейкум, друзья! Добро пожаловать на канал Чечен Синдром. Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать один интересный факт о городе Грозном. Мало кто знает о происхождении весьма странно звучащего названия Ката-Яма, одного из микрорайонов, поселков, в Старопромысловском районе Грозного. Так вот, поселок Ката-Яма назван в честь японского коммуниста Сэна Ката-Ямы. Сэн Ката-Яма, настоящее имя Сугатора Ябуки, был вторым сыном в семье крестьян Кунидзе Кити Ябуки. В возрасте 19 лет он был усыновлен семьей Ката-Яма и принял имя Сэн, после того как его родной отец бросил мать. Сэн Ката-Яма много сделал для рабочих в Японии, создавал японскую коммунистическую партию. За организацию забастовки токийских трамвайщиков Ката-Яма попал в тюрьму. Освободившись из заключения, уехал в США, где создавал особые коммунистические группы из числа японских эмигрантов. В 1918 году Сэн, охваченный революционными идеями, уехал в Россию, где работал в Коминтерне. В 1923 году, возвращаясь из отдыха в Сочи, приехал в Грозный, где прожил некоторое время. Именно тогда и появился в Грозном поселок Сэн Ката-Яма, диковинное название для Кавказа. Со временем из-за трудностей произношения, грозненцы отбросили первую часть названия, и ныне микрорайон называется просто Ката-Ямой. Грозный подобен музею, где каждая улица как отдельный экспонат со своей удивительной историей. Но не все задумываются, что с собой несут названия улиц и проспектов. Многие из них в республике были названы после Октябрьской революции, как, например, поселок Ката-Яма. Мало кто знает, что назван он в честь известного японского революционера Сэна Ката-Ямы, который в 1923 году по дороге из Сочи, где он отдыхал, приехал в Грозный. В то время, кстати, очень хорошо и говорил на русском языке. Он, естественно, поддержал молодую, так сказать, молодежь грозненскую, революционно настроенную. И вот его идеи, естественно, понравились тем, кто его слушал, поскольку он говорил о том, что нужно устанавливать советскую власть. Со временем из-за неудобства произношения жители отбросили первую часть, и сейчас поселок именуется просто Ката-Ямой. Удивительно, что человек, побывавший в городе всего пару часов, может оставить свой след на целый век и, возможно, еще намного больше. Сам визит революционера проходил приблизительно здесь. Сюда сходились толпы рабочих, чтобы послушать выдающуюся личность. Друзья, есть еще одна очень важная деталь, о которой я просто обязан упомянуть, так как ката-ямовцы мне этого просто не простят. Так вот, коренными жителями поселка, в основном среди молодежи, часто используется аббревиатура СШК, что расшифровывается как Соединенные Штаты Ката-Ямы. Умер Сэн Ката-Яма в 1933 году. Прах его погребен в Москве, в некрополе у Кремлевской стены. Ну а на этом все, друзья. Если вам понравилось и было интересно, не забываем про лайк. Ну а с вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.